Сегодня мы поговорим о символизме перехода от эпохи лисы к эпохе волка. С 392 года по 2012 год мы жили в эпоху лисы, в эпоху лжи и обмана. С 22 сентября 2012 года наступила эпоха волка. Санитара природы – это процесс, связанный с движением Солнечной системы по Млечному пути. Сложность заключается в чем? В том, что эпоха меняется, приходят новые энергии, соответственно, буквы начинают работать несколько иначе, нежели в эпоху лисы. А те значения букв, которые ходят по интернету, они через какое-то время потеряют свою актуальность. Почему? Потому что это значения, связанные с эпохой лисы и вписанные в контекст эпохи лисы. Мы вошли в эпоху волка. Было бы неправильным полагать, что смысловые поля останутся теми же. Безусловно, существуют какие-то константы смысловые, но существуют и так называемые семантические ауры каждого символа, каждой буквы. И вот эти семантические поля, они подвижны. В том смысле, что они актуализируют те или иные смыслы в соответствии с эпохой, внутри которой работает буква. Поэтому те смысловые поля букв, которые были активированы в эпоху лисы, они постепенно будут сходить на нет, а новые смысловые поля, соответствующие новой эпохе, будут набирать силу. Бессмысленно открывать все смысловые поля всех эпох сразу, правда ведь? Имеет смысл открывать только то смысловое поле, которое актуально для того времени, в котором ты живешь, правильно, чтобы можно было с ним работать. Поэтому и буквы, и числа, и символы открываются в контексте определенной эпохи. Нам в каком-то смысле повезло, с точки зрения китайцев не повезло, а естественно повезло. Мы живем на стыке эпох, это означает, что у нас есть информация и знания предыдущей эпохи, и приходит новая информация, соответствующая новой эпохе. То есть мы видим сам вот этот переход, да? И мы видим изменение смысловых полей. Мы, собственно говоря, являемся свидетелями того, как семантические поля меняются. Какие-то дополнительные смыслы в них проявляются, вернее, новые смыслы проявляются, какие-то начинают сходить на нет, но при этом мы видим какие-то константы, то есть то, что не сойдет на нет ни при каких условиях. До 2012 года был календарь эпохи лисы, да, то есть темного времени. Теперь с 2012 года календарь поменялся, то есть значение тех же самых чертогов стало другим, потому что наступил, то есть рассвет, эпоха волка и утро сварга это называется. Ну, то есть мы начинаем как бы входить в утро, и, соответственно, календарь меняется. Это ведь не означает, что чертоги изменились, правда ведь? Ну, или созвездия. Созвездия-то остались теми же, но смысловая нагрузка этих созвездий, работа этих созвездий теперь другая. В контексте новой эпохи. Если раньше приветствовалось знание прошлого, то есть ориентир был на прошлое, то сейчас ориентир на грядущее и будущее. То есть сейчас ценится не знание прошлого, а знание будущего. Как бы это парадоксально ни звучало, то есть сейчас ценится неизвестное, неведанное и небывалое. Это означает, что буква, как очень важный и смыслообразующий архетип, она тоже начинает нести неведомые, неизвестные, какие-то небывалые смыслы. И нам с вами как-то не парадоксально придется приобщаться к новым значениям букв, то есть к новому смысловому полю. Вот все, что мы с вами
до этого года, ну вот, до этого момента изучали, это все правильно, но многое уже будет потихонечку сходить на нет. И нам нужно будет то же самое осмысливать совершенно по-другому, то есть в контексте уже эпохи Велеса, эпохи Волка.